все чаще в орбите современных научных исследований феномен казаклык. С этим термином связывают происхождение названия нации казак. Казаклык – это вольный образ жизни, а по сути – природное состояние Великой Степи. Как он зарождался, эволюционировал, достиг своего пика и ушел в прошлое. Почему эпоха и казахского ханства, и казаклык закончились одновременно? Ученый из Канады Джу Юпли, автор труда «Казаклык и образование казаков». Государство и идентичность в постмоголской Центральной Евразии определяет казаклык как период политического кочевания или ведения вольной жизни, то же самое, что на русском языке казачество, казакование. Казахстанский исследователь, писатель, художник-реконструктор Данияр Байдралин представил свою точку зрения на то, какую роль сыграл казаклык в истории кочевой цивилизации. Точное значение термина «казаклык» до сих пор не ясно. По мнению знаменитого исследователя Бартольда В.В., слово «казак» впервые упоминается в источниках в IX-XV веках и означает разбойник, мятежник, авантюрист, повествует Данияр Байдралин. Во времена тимуридов слово «казак» использовалось для обозначения смелых и бескомпромиссных претендентов на престол законного правителя. Иногда именем казак называли часть народа, отделившуюся от законного правителя. Таким образом, часть кочевых узбеков, вышедших из-под власти Абулхаира Шайбани-хана, вошла в историю сначала как узбеки-казаки, а затем просто как казаки. Таким образом, определение «казак» перешло в название всей нации. Подобные взгляды широко распространены в современной зарубежной и отечественной истории. Согласно этому распространенному мнению, в узком определении казаклык появился только в средние века, при этом некий народ или его часть отошли от законного правителя и были во временном состоянии свободы. Но, на мой взгляд, это определение не в полной мере отражает значение слова «казак». На мой взгляд, в действительности первый акт казаклыка произошел в эпоху бронзы. Разумеется, никаких доказательств этому не сохранилось. Когда появились слова «казак», «казаклык», пока неизвестно. Но, по логике вещей, появление кочевого образа жизни с самого начала совпало с духом и психологией казаклыка. По мнению современных историков, именно в это время в северо-западной части Великой Евразийской степи, Западный, Центральный и Северный Казахстан, Южная Россия, Украина, Восточная Европа, появились первые кочевые племена 6 и 4 тысячи лет назад или 4-2 тысячелетия до нашей эры. Первые кочевники были связаны с культурами Батай, Аркаем, Сантасты, Синташта. Они покинули свои древние города и фермы, вышли на просторы степи и обратились в кочевое скотоводство. Этот факт ярко отражает дух настоящего казаклыка. Как известно, первые кочевники бронзового века отказались от привычной оседлой жизни и смело отправились в неведомый новый путь. С тех пор и возникла евразийская кочевая цивилизация, в сердце которой с самого начала была заложена модальность – казаклык. Затем, во всей 4000-летней истории евразийской кочевой цивилизации и вплоть до ее упадка, судьба кочевников была полна духа казаклык. Кочевой образ жизни бронзового века развился в совершенно новый технологический уклад в начале раннего железного века. В это время проявились традиционные черты всей евразийской кочевой цивилизации: развитое кочевое животноводческое хозяйство, новые технологии, колеса, колесный транспорт, юрты и другие. Кочевые боевые искусства, бескору, вольный степной характер, кочевой менталитет. У кочевников раннего железного века, кемерийцы, скифо-сакские племена, юэджи, сарматы, проявились признаки раннекочевых государств, в том числе родоплеменной государственный аппарат. Система письменности, делопроизводство, профессиональное войско, сословное общество, цари, аристократия, аксуек, духовенство, батыры, рыцарство, племенное ополчение, рабы. Но кочевые общества того времени еще полностью не утратили своего казаклыка. Например, наиболее распространенной политической структурой в раннем Железном веке является кочевая конфедерация. Кемерийцы, скифы, сарматы, саки. Устройство кочевой конфедерации было относительно простым. Конфедерации состояли из свободных племен. У каждого племени были свои правители, либо аксуек. После вхождения в такую конфедерацию свободные племена принимали совместные решения на общем курултай. Таким образом, при ранних конфедерациях и на пути к становлению будущих каганатов кочевой народ еще не утратил духа казаклыка и не порвал связь с первоначальным кочевым образом жизни. На рубеже тысячелетий наблюдается новая тенденция к централизации власти в евразийской кочевой цивилизации. Например, политическое устройство государства Уйсун со II века до нашей эры основывалось на правлении кунбека, кунбей, гуньмо. В этой стране были великий кунбек и младший кунбек. Младший кунбек выбирался из сыновей или близких родственников великого кунбека и мог управлять только одной территорией. Родовая знать, беи или беки, подчинялась кунбекам, продолжает Данияр Байдралин. Еще дальше пошли современники Уйсуни, племена гуннов, хунну, сюнну. Они создали первое кочевое государство типа империи. Маде-Каган Шаньюй убил своего отца и вступил во власть над гуннами. С тех пор централизованная власть вступила в полную силу в государстве гуннов. Маде-Каган покорил многие соседние народы и построил большую империю.
Ее особенность заключалась в том, что вместо свободной племенной конфедерации это было государство, разделенное на 3 территориальные зоны, как 3 жуза в казахской орде. И в отличие от конфедерации, где каждое племя имеет свою аристократию или правителя, в государстве гуннов этими областями управляли только дети или близкие родственники Кагана Шаньюа. Мы называем такую политическую структуру вертикалью власти, в то время как кочевая конфедерация больше напоминала сетевую систему. После государства гуннов возникло много других имперподобных каганатов. Среди них каганаты Санби, Жужан, Аваров, Хазаров, Карлуков, Кимаков, Агузов, Уйгуров, Кыргызов и прочие. Наиболее известными были гигантский тюркский каганат, за ним следуют западно-тюркский, восточно-тюркский и прочие каганаты. Во всех каганатах статус представителей кагана был выше, чем родоплеменной аристократии. Таким образом, продолжилась традиция вертикали власти и централизованного правления. Поэтому принцип казаклык в каганатах часто не соблюдался. Многочисленные кыпчакские племена, жившие в гигантской Дешт-Кыпчакской степи в IX-XIII веках, не стали образовывать каганат. Их государственная форма – кочевая конфедерация. У каждого племени был свой хан, но над ними не было ни одного кагана. Политический статус родоплеменной аристократии был намного выше. Можно сказать, что кыпчаки снова вернулись в казаклык. До IX века они подчинялись кимакскому каганату. И после того, как они отказаковались, то есть вышли из-под власти кимаков, они не образовали собственного каганата, вместо этого они жили вначале как казаклык-конфедерация. Лишь в XI-XIII веках кыпчакское государство окрепло и утратило свои позиции казаклыка. В то время уже шел процесс централизации власти. Но до полного каганата кыпчаки дойти не успели. Потому что в это время вступил в силу очередной новый гигантский каганат – империя Чингисхана. К юго-востоку от Дешт-Кыпчака, в районе современного Жетысу, Алматинской области, Кыргызстана и Синьцзян, Уйгурского автономного округа в Китае, являющемся территорией исторического Моголистана, несколько кочевых племен. Найманы, кирииты, меркиты, жалаиры, канераты, кияты и другие. В совокупности называемые татарами, а после и могулами, начали строить новую империю. Новым каганом стал их предводитель Тимершин. Но он не был обычным каганом. Ему дали новый особый титул Чингисхан, потому что он был сверхкаганом. В молодости Чингисхан тоже много лет провел в казаклыке. После убийства своего знаменитого отца Ясугея он попал в тяжелую ситуацию, много страдал и даже попал в плен. В то время был период беззакония в Восточной степи. Племена и рода бесконечно воевали друг с другом, и кровопролитие вошло в привычку. Именно поэтому Тимершин пошел войной на такой беззаконный вариант казаклыка и пытался объединить всю страну. С этой целью он ввел железную дисциплину и установил верховенство закона в своей империи. Таким образом, со своим народом, объединенным железной рукой, он покорил все соседние кочевые и оседлые народы. В каждой из присоединенных стран он установил главенство закона. После чего в Великой Степи наступило время мира, законности и благоденствия. Но этот успех длился недолго. Потомки Чингисхана рассорились друг с другом из-за власти, и вся империя начала распадаться. Вернулась эпоха хаоса и беззакония. В ранние годы правления Чингисхана произошли еще очень интересные и знаковые события. Когда Тимершин еще не был Чингисханом, его сопровождал побратим Анда по имени Джамуха. Вместе они совершили немало героических подвигов. Они помогали друг другу во многих различных битвах. Их совместные усилия по объединению нашего народа, по прекращению междоусобицы придавали им силы. Но они не сошлись во мнении, как именно объединить людей. По мнению Чингисхана, народ нуждался в следующих реформах. Прямое каганское правление, неограниченная власть главы государства, ограничение свободы родовой знати, единый общий закон, регулярная армия, единое налогообложение, централизация. Он превратился в настоящего полноценного, радикального кагана-имперца. Джамуха же поддерживал народное самоуправление, веру в родовую аристократию, ограниченную власть верховного хана, традиционную кочевую демократию. Итак, однажды они поссорились друг с другом и стали идеологическими врагами. У Джамухи тоже было много сторонников. В отличие от Тимершина, жаждущего власти, он был умеренным сторонником старых традиций Великой Степи, с истинным мироощущением казаклыка и достойным кандидатом от народа. Он даже был избран Курханом, частью населения на Курултае. Титул Курхан они взяли от должности главы государства в старом каракитайском государстве. Значение титула Курхан – Кур плюс хан или хан-Кура. Слово Кур образовано от корня слова Куру, что означает собрание, Курултай – объединение. Таким образом, Курхан означает хан свободного народа. По этой причине проект Джамуха Курхана был настоящий казаклык, альтернативой проекту Чингисхана. Однако имперский проект Чингисхана победил, и мир забыл о проекте Джамухи. А ведь если бы победил Джамуха, история всего мира была бы совсем другой. Империя Чингисхана просуществовала недолго. Его внуки перессорились друг с другом, а регионы и территории их обширной империи стали отдельными и независимыми государствами. Сперва она распалась на крупные части – Улус-Жоши, Чагатайское, Хубилайское и Хулугуитское ханство.
Затем улус Жоши хана был разделен на Казанское, Сибирское, Астраханское, Крымское и Казахское ханство, а также на Великую и Ногайскую, и параллельно в Восточной степи появились айратские государства. Почти всеми этими государствами правили либо потомки Чингисхана, Торе, либо их беклербеки, верховные беки. Но они не смогли остановить распад империи. Великая степь, уставшая от имперского устройства, возвращалась к своему природному состоянию – Казаклык, резюмирует Данияр Байдралин. Из всех орд ближе всего к Казаклыку было Казахское ханство, основанное в 15 веке. Хотя в Казахском ханстве и были Торе, но кочевой народ их лишь терпел, и они не пользовались большим уважением. Казахские Торе, за исключением ряда сильных ханов, всегда были слабыми и имели низкий статус по сравнению с айратскими, крымскими и казанскими Торе. Казахские степняки весьма неохотно подчинялись им, лишь во время крупных войн, например, в казахско-джунгарских войнах, а как только такие войны заканчивались, быстро ускользали от их власти. Казаклык казаков имел свои особенности. С одной стороны, это была настоящая, древняя, кочевая вольница, Казаклык. Племена, ушедшие из-под жесткого правления Абулхайр-хана Шейбани, теперь избирали своих ханов напрямую. С другой стороны, в казахском ханстве сохранились и остатки проекта Чингисхана, то есть верховенства, хотя и условное, ханской власти над рядовой аристократией, старое законодательство Золотой Орды и прочие характеристики. Таким образом, казахское ханство было последним государством евразийской кочевой цивилизации с принципом Казаклык в своей основе. Его современники, Джунгарская империя и Калмыцкое ханство на Волге, были очень близки к модели старого проекта Чингисхана. Сильная ханская власть, строгая дисциплина, централизованный государственный аппарат и экономика, общий закон и так далее. Казаклык же, народа казахского ханства, был настолько хорошо известен, что в истории определение «казак» стало национальным названием народа. Естественным близнецом, современником и соперником казахского ханства являлось восточноевропейское казачество. Его появление на мировой арене в XVI веке и значение его имени очень близки к казахскому ханству. Значение слова «казак» — свободный, независимый, вольный, соответствует значению «казаклык» — казак. Даже история казачества немного похожа на историю казахской орды. Первые казаки ушли в открытую восточноевропейскую степь, где стали формировать свои протогосударства, типа Сечь или Кож. В Сечь-Кож могли входить только мужчины, и все они были членами сечевого войска. Как и ханы у казаков, их правители-атаманы назначались через прямые выборы. Экономическое, политическое и социальное устройство Сечи соответствовали принципам казаклыка. Таким образом, понятия «казак» и «казак» имеют одни и те же исторические корни, а потому сходство между ними столь очевидно. Таким образом, казаклык впервые появился на свет одновременно с евразийской кочевой цивилизацией в Великой Евразийской степи. И одновременно же с кочевой цивилизацией пришел в упадок и исчез, подытожил исследователь. Евразийская кочевая цивилизация была самой развитой цивилизацией в мире на протяжении тысячелетий, потому что кочевой образ жизни был очень удобен для обмена технологиями, религиями, культур и других отношений, его длинные маршруты и коммуникации. Например, шелковый путь. Открывали пути для широкого трансфера разнообразных знаний. Таким образом, евразийская кочевая цивилизация оказала прямое влияние на всю всадническую культуру Афро-Евразии и связанные с ней технологии. Приручение диких лошадей и верблюдов, конское снаряжение, колесо и колесный транспорт, штаны, рукавная одежда, верхняя одежда, сапоги, носки, головные уборы степного типа, юрты и так далее. Все эти технологии были впервые изобретены кочевниками в Великой Евразийской степи и далее широко распространены среди соседних оседлых народов. Однако к историческому новому времени Великая Евразийская кочевая цивилизация устала и стала проигрывать оседлым цивилизациям в гонке, которая длилась все эти тысячелетия. Передовые техногенно-индустриальные оседлые народы покоряли и завоевывали кочевую цивилизацию. В частности, значительное влияние на судьбу евразийской кочевой цивилизации оказало появление и широкое применение порохового оружия. Ружья, пистолеты и пушки преобладали над традиционным кочевым боевым комплексом 5 оружий без кору. Кочевые государства одно за одним проигрывали прогрессу. Примерно в одно время последние кочевые государства – Джунгарское, Калмыцкое, Казахское, ханство и казачество – были поглощены соседними оседлыми державами. К Китаю отошли Джунгарское, а к России – Калмыцкое, Казахское ханство и казачество. Таким образом, традиция казаклык, процветавшая тысячелетиями, словно сошла с исторической сцены